Состоялась 33-я внеочередная сессия Якутской городской думы. На сессии рассмотрели два вопроса – внесение изменений в бюджет городского округа город Якутск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также досрочное прекращение полномочий депутата Гордумы Елены Афанасьевой в связи с назначением ИО министра здравоохранения республики. Начальник департамента финансов окружной администрации города Якутска Ольга Максимова представила подробную информацию о внесении изменений в бюджет городского округа город Якутск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Она рассказала о доходной, расходной части местного бюджета, финансировании муниципальных программ, объеме муниципального долга и покрытии дефицита бюджета. С учетом предлагаемого уточнения на 2021 год доходы бюджета составят 20,6 миллиарда рублей, расходы бюджета 21,1 миллиарда рублей, при этом дефицит составит 500 миллионов. То уточнение бюджета, которое сегодня было вынесено на сессию, оно действительно является результатом очень такой долгой, серьезной работы, большого сотрудничества и депутатского корпуса, окружной администрации, департамента финансов с правительством, с Илдарханом и с Государственным собранием Илтумен. Поэтому сегодня мы действительно видим, что те средства мы сегодня добавили в бюджет более миллиарда, миллиард 252 тысячи. Причем это увеличение, оно позволило сократить и дефицит бюджета на 280 миллионов рублей. И то, что идет политика сокращения дефицита бюджета, это тоже очень хорошо. Они распределены практически по всем программам муниципальным. И мы думаем, что это действительно очень хороший результат работы. Только по программе развития образования получено больше 357 миллионов рублей. Очень много добавлено в программу по ЖКХ, по развитию городской инфраструктуры. Большая сумма направлена на приобретение специализированной техники в лизинг. По формированию современной городской среды на территории городского округа 150 миллионов будет выделено на благоустройство дворовых территорий, 21 миллион рублей на строительство скверов, памятников народным писателям Якутии братьям Даниловым, 8 миллионов рублей изыскали на разработку проектно-сметной документации по благоустройству набережной имени Романа Дмитриева, 12 миллионов предусмотрено на создание воркаут-площадок. По зарплатам мы принимали, увеличение на прошлой сессии, но сегодня добавлены эти средства о повышении. Там рост процентов разный, в зависимости от должностей, в зависимости от ответственности, от работы, от 5% до 15%. Сегодня те чиновники, которые, работают в окружной администрации, специалисты в структурных подразделениях, у многих складывается впечатление, что люди, которые работают в этом здании, все получают запредельные заработные платы. Но это совершенно не так. И сегодня уровень заработной платы, например, многих специалистов, которые молодые ребята приходят работать, специалист, ведущий специалист, даже главный специалист, уровень заработной платы от 30 тысяч, 40 тысяч, 50. Поэтому любое увеличение, конечно, оно действительно позитивно отражается на жизни. Я думаю, что рост заработной платы – это вообще задача серьезная на любом уровне, муниципальном, региональном, федеральном. Потому что, говоря о повышении качества жизни, в первую очередь мы должны говорить о повышении заработной платы. Я, например, вижу, как работают молодые сотрудники, молодые ребята здесь в окружной администрации, и понимаю, что действительно уровень заработной платы должен увеличиваться. Объем работы колоссальный, нагрузка очень большая, ненормированный рабочий день. Многим приходится оставаться вечерами работать, многие работают в выходные дни. И, конечно, этот труд должен быть оплачиваемый соответственным образом. Так же, как идет, допустим, рост заработной платы в бюджетной сфере, нельзя забывать и всех остальных. Но сегодня перед нами еще задача стоит об увеличении заработной платы работников муниципальных, казенных учреждений, бюджетных учреждений, а не только о муниципальных служащих, которые работают в системе окружной администрации. Вопрос распределения финансирования по разным отраслям вызвал большой интерес и обсуждение среди городских депутатов.
Потому что когда вот не хватало налоговых там доходов, не налоговых, действительно очень трудно было распределять средства. А сегодня вот такая сумма пришла. Ну, здесь и налоги, налоговые доходы, не налоговые, это и субвенции, субсидии, там другие межбюджетные трансферты, да? И поэтому это позволило действительно направить средства туда, о чем говорили вот уже несколько месяцев, а может быть даже по каким-то направлениям и не первый год об этом говорим. Ну, потому что выросли вот неналоговые доходы, налоговые доходы. Это же все средства, которые идут в бюджет города, которые позволяют распределить вот их сегодня по различным муниципальным программам, а значит, ну, что-то где-то сделать жизнь горожан в принципе лучше. Вот даже, например, приобретение специализированной техники в лизинг, да? Конечно, может быть, сегодня кто-то скажет, ну, нам что от этого, да, что вы приобрели эту технику, или будут новые автобусы, скажем, в ЕПАКе. Но это же... Сегодня мы это не увидим, но через какое-то время мы обязательно увидим результат работы этой техники. Это значит, будут чище улицы. Если будут автобусы лучше, значит, будет комфортабельнее ездить в этих автобусах. Поэтому, в принципе, все, что делается вот в любой муниципальной программе, по большому счету, это, конечно же, для горожан, для того, чтобы их жизнь была немножко комфортнее, немножко лучше, было доступнее образование, были доступнее качественные услуги той или другой вот отрасли. Депутаты выразили пожелание, чтобы окружная администрация обратила внимание на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции агропояса города Якутска. От имени предпринимательского сообщества депутат Марианна Андреева обратила внимание, что из-за введенных ограничений по недопущению распространения коронавирусной инфекции бизнес испытывает трудности. Что с 1 января нет такого налога, как и НДД, поэтому все предприниматели перешли и на упрощенную систему налогообложения, и на патентную систему. И в связи с этим этот налог значительно увеличился. И как мы знаем, что этот налог, он рассчитывается от дохода каждого предпринимателя, то есть от каждой выручки, которая поступает именно предпринимателю. И получается, с каждого рубля идет налог, который поступает именно в муниципалитет, именно в бюджет города. И эта сумма, она растет, и я думаю, что по итогам года она будет еще значительно больше. Как мы все знаем, что в это непростое время предприниматели испытывают большие сложности и трудности в связи с разными ограничениями. И в очень многих предпринимательских сообществах мы не чувствуем поддержку мэрии в части защиты интересов предпринимательства. И я на это хочу отметить особенно. И хотим, чтобы когда обсуждаются разные ограничительные антиковидные меры или какая-нибудь поддержка предпринимательству или возмещение каких-то расходов в связи с этими ограничениями, мэрия выступала более конкретно, и чтобы каждый предприниматель чувствовал, что именно от его деятельности зависит и выручка, и поступаемость местного бюджета. На сегодняшний день, к сожалению, это совершенно не так, и предприниматели чувствуют, что в большей части эту давку, нежели чем поддержку. Хочу на это обратить внимание. Спасибо. Общим голосованием бюджет принят при одном воздержавшемся из 18 городских депутатов, присутствующих на сессии Якутской гордумы. Причем депутаты практически, вот сегодня очень многие выступали, и почти все отметили, что учтены очень многие поручения комиссий депутатских, очень много вошло вот рекомендаций там, протокольных сессий, комиссионных, и это действительно очень радует. Сегодня все ушли вот с сессии с таким вот в таком позитивном настрое, в хорошем настроении, потому что мы видим сегодня действительно хороший результат нашей совместной работы. Состоялось рассмотрение второго вопроса о досрочном сложении полномочий Лены Афанасьевой в качестве депутата Гордумы по Центральному одномандатному округу номер 7. Напомним, 20 октября Лена Николаевна была назначена на должность ИО министра здравоохранения Якутии. Депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Лены Афанасьевой, ей вручили почетную грамоту и нагрудный знак «Знак признания заслуг». Первый замглавы города Якутска Алексей Корнилов поблагодарил за совместную работу бывшего городского депутата.
Я удостоилась той чести представлять своих избирателей, жителей Центрального округа. Конечно, каждый из нас, депутаты, это понимают, насколько это очень ответственно. Та избирательная кампания, которая прошла, я очень благодарна вам, очень, Владимир Владимирович, который возглавлял штаб. Это был для меня, просто вот, наверное, тот опыт, которого в жизни моей, наверное, и не было, потому что я увидела многое, и те наказы избирателей, которые прозвучали, они, собственно, и определили дальнейшую работу мою как депутата. Когда я пришла, по-моему, в первый же день было заседание постоянной комиссии, я просто почувствовала, насколько мощные и сильные депутаты города. Да? Евдокия Ивановна, помните, как мероприятие городского программа «Молодежь, спорт, семья, здоровый город», программа «Здоровый город», как мы отстаивали, и действительно очень большое дело, когда мы отстояли эту программу, финансирование данной программы, которая определяет мероприятия по профилактике социально значимых направлений, потому что все равно с городского округа по федеральному закону вопросы оказания как раз профилактики, эти направления по федеральному законодательству остаются. И очень здорово, что эту программу отстояли, и она, собственно, на сегодняшний день очень хорошо работает. Я с большим уважением отношусь к вам. Хочу сказать, что когда пришла сюда, я все-таки увидела очень такую слаженную работу, несмотря на то, что все являетесь представителями различных партий, но тем не менее вы всегда вместе. И насколько вы достойные люди, огромное вам спасибо. И сегодня, слагая полномочия депутата, хочу выразить вам огромную благодарность. Хочу сказать, что вы все в моем сердце, я всегда с вами, и мы всегда будем работать вместе. Тем более над таким серьезным направлением, как охрана здоровья граждан нашей республики. Огромное спасибо. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.